Иоанна 14 глава, 27 стих. Здесь написано так. Иисус говорит эти слова своим ученикам. «Я оставляю вам мир». Я хотел бы, чтобы ты вспомнил, в какое время жили эти люди. Это было время, когда религия ненавидела всех последователей Иисуса Христа. Это было время, когда учеников буквально через несколько месяцев начнут убивать. Это было время, когда за имя Иисуса Христа тебя ненавидели, могли оплевать, и Иисуса несколько раз религиозные люди к тому моменту уже хотели побить камнями. И Иисус говорит: «Я оставляю, Денис, тебе мир. Мой мир я даю тебе. Я даю тебе не так, как дает этот мир. И пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь». Это одни из последних наставлений, которые Иисус дает своей церкви, своему Божьему народу. Он говорит: пусть ничто не тревожит твое сердце, Денис. Не бойся. Как часто мы боимся, что будет завтра. Как часто мы боимся, что будет с нашими близкими, что будет с нашими детьми. Как часто еще ничего не произошло, но этот страх, он внутри нас начинает терзать, разбивать и уничтожать этот мир Божий, самое драгоценное, что ты мог бы получить бесплатно от Бога. Знаете, когда меня спрашивают: Денис, что поменялось в твоей жизни, когда ты принял Иисуса Христа в свое сердце? А ничего не поменялось, за исключением одной вещи. Когда я ехал в тот вечер среды, октябрьский вечер 93-го года, я ехал в собрание, где я примирился с Богом, где через Иисуса Христа я примирился с Богом, против которого я когда-то грешил. Я ехал в троллейбусе, и все, что я чувствовал тогда, я не чувствовал какое-то помазание на себе, я не чувствовал, что вот Бог завтра на меня кинет чемодан с деньгами, я даже не чувствовал, что через год или через полгода у меня будет самая красивая женщина на земле моей женой. Я ничего не чувствовал, кроме одного состояния. Я испытывал внутренний мир, который до этого момента я не мог испытывать вообще никогда. До этого мое сердце терзалось от грехов, терзалось от собственной никчемности, от собственной греховности, от собственной бестолковости. Мое сердце терзалось вообще от мысли о завтрашнем дне. Я не знал, что будет со мной завтра, где мне жить, как мне есть, как мне зарабатывать. Мое сердце было полно страхов, который я пытался там запивать, закуривать, занюхивать чем-то. Но знаете, когда я принял Иисуса Христа, внутри сердца появился до этого незнакомый мир Божий, незнакомое чувство. И этот мир, о котором апостол Павел говорит, это мир, который мы получили, примирившись с Иисусом Христом. Вот здесь он говорит: я оставляю вам мир. Мой мир я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. Мир сегодня предлагает разные транквилизаторы для того, чтобы ты пережил облегчение. Кому-то надо набухаться обязательно, кому-то надо обкуриться, кому-то надо спортом заниматься 2 часа, чтобы чувствовать себя хорошим человеком. Кому-то еще что-то надо делать. Но Иисус говорит: я даю это не так, как этот мир дает. Пусть ничто не тревожит ваше сердце, не бойтесь. Друзья дорогие, это то самое главное, что мы получили от Христа, когда мы встретились с Ним, мы примирились. Мы имеем сегодня мир с Богом, послание Римлянам говорит. И это самое дорогое, что мне сегодня необходимо хранить внутри себя. Я еще одно место Писания прочитаю. Я хотел бы, чтобы вы открыли собственные Библии сейчас, потому что у нас этого нет на слайдах. Это 24 глава Евангелия от Матфея. Совсем недавно я это стал читать, и, натолкнувшись на это место Писания, я думаю, как это актуально в сегодняшние дни. Когда Иисус выходил из храма, 24 глава Евангелия от Матфея, откройте, пожалуйста, с 1 стиха. Когда Иисус выходил из храма, израильский храм был восстановлен уже 2-й раз. Но, может быть, он не имел того шика и блеска, который имел при Соломоне, того количества золота и драгоценных камней, которым он был украшен во время Соломона. Но это все еще было могущественное здание, величественное здание. И когда Иисус выходил из этого величественного здания, из этого храма, к нему подошли ученики, которые хотели показать ему здание храма. Мы иногда, как эти ученики, мы тоже хвалимся какими-то вещами, совершенно земными. Но Иисус,
когда они задали ему вопрос, насколько велики эти здания, Иисус сказал: видите все это? Говорю вам истину, здесь не останется и камня на камне, все будет разрушено. Я думаю, это повергло в шок этих драгоценных людей Божьих. И когда Иисус сидел на Оливковой горе, ученики подошли к Нему и спросили Его наедине: скажи нам, когда это произойдет и какое знамение укажет на Твое возвращение и на конец нынешнего мира? Иисус ответил им: смотрите, чтобы никто не обманул вас, потому что многие будут приходить под Моим именем, говоря: я Христос. И многих обманут. Вы услышите о войнах, настоящих и грядущих, но пусть вас это не пугает. Ну как, подождите, знаете, когда Ливийская война была, американцы там что-то делали в Ливии, когда Афганская война была, когда в Ираке война была, когда в Сирии там кто-то с кем-то воевал, это нас не касалось, сейчас это реально касается нас. Как я могу допустить, чтобы это не пугало меня? Иисус говорит: пусть вас это не пугает. И вот здесь он говорит потрясающие слова. Все это должно произойти. Но это еще не конец. Потому что народ поднимется на народ и царство на царство. В разных местах будет голод и землетрясения. Сюда можно добавить еще эпидемии. Но все это лишь начало родовых схваток. Тогда вас будут выдавать, мучить и убивать, и все народы будут ненавидеть вас из-за меня. Многие тогда отвернутся от веры, будут предавать и ненавидеть друг друга. Появится много лжепророков, которые многих обманут. И от умножения зла во многих охладеет любовь. И как я говорю, если бы на этом месте стояла бы точка, и Иисус бы закончил эту тему, это было бы очень печально. Но здесь написано: тот, кто выстоит до конца, будет спасен. И дальше: радостная весть о царстве будет возвещена по всему миру, как свидетельство для всех народов. И только тогда наступит конец. Знаете, я каждый день читаю практически послание апостола Павла. Это тот самый мужчина, которого в Риме в 60-х годах первого века обезглавили. Ему отрубили голову. Вы знали, что апостолу Павлу отрубили голову? Знаете, когда ты читаешь его послание, если бы ты не понимал, о чем этот человек говорит в буквальном смысле, то можно было бы сказать: Павел, какой ты лузер. Потому что ты говоришь правильные слова, а с тобой произошло несчастье. С тобой произошла вещь, которая совершенно не вписывается в твою вот эту концепцию победы, успеха, благословения. Читая первое послание Коринфянам, 15 главу, там апостол Павел говорит, что нам принадлежит победа, Христу принадлежит победа. И что бы ни произошло, он говорит: я буду торжествовать, зная, что мы победители во Христе Иисусе. О чем он там говорит? И он там говорит о том, что Иисус — это тот, кто победил смерть. Иисус тот, кто победил грех. И Иисус тот, который сегодня открыл нам небесные двери в наш небесный дом. И он говорит: это самая главная победа, за которую мы сегодня держимся. Все остальное, если вдруг даже меня обезглавят, если вдруг даже у меня отберут недвижимость, если вдруг что-то пойдет не так, это вообще ни на что не влияет, потому что я знаю конец. А конец – это Иисус победил. Конец – это то, что Иисус, Он продолжает быть царем, продолжает сидеть на престоле, продолжает все контролировать, продолжает все обращать во благо, продолжает сегодня спасать людей во время чумы, во время войны, во время страшных разных вещей. Почему? Потому что у Него есть план об этой земле, и Он все равно его исполнит, друзья мои. И если мы сегодня думаем только о физическом завтрашнем дне, если мы сегодня видим себя только в физических благословениях, в физическом преуспевании, процветании и не думаем о вечных ценностях Царства Божьего, мы как раз можем оказаться лузерами. Потому что самое главное – это видеть Христа, который уже совершил на Голгофе все для меня. И Он говорит: Денис, я жду тебя там. И это самое главное
твоя вечная жизнь. Единственное, что тебе нужно сделать, постараться сделать так, чтобы побольше людей из Кыргызстана вместе с тобой оказались там, в Божьем доме, в Божьих квартирах. Единственное то, для чего ты остался здесь, на этой земле, не просто, чтобы со своей прекрасной женщиной жить и растить своих прекрасных деток, и иметь домик, и иметь денежки на каждый день, и иметь хороший автомобильчик, чтобы из пункта А в пункт Б кататься. Нет! Он говорит, единственное, для чего ты остался на этой земле, это сделать что-то, чтобы из Кыргызстана Божья невеста в более могущественном виде могла подняться в небо. Можете со мной согласиться, это самые главные, самые важные ценности. Мы не знаем, почему войны. Мы не знаем, почему сегодня люди убивают друг друга. Мы до конца не можем быть... Вы знаете, сначала у нас все вирусологами были. Мы все знали про вирусы. Мы все знали, кто распространяет эти подлые вирусы, кто за этим стоит. Теперь мы все в геополитиков перекрасились. Мы все знаем, кто кого убивает, кто за кем и зачем стоит. Друзья, это вообще... не твоя война. Как бы это ни звучало сегодня предательски, может быть, для некоторых людей, но я хочу вам сказать, это не война церкви. Перестаньте сегодня участвовать вот в этих вещах, которые в соцсетях происходят. Когда кто-то кого-то, чью-то пропаганду постит, перепащивает, и вы просто питаетесь этой информацией до бесконечности, до тех пор, пока стресс не срубит вас. Я поймался на мысли, что однажды я там полвечера посмотрел все эти сводки с фронтов, кто кого убил, кто кого в плен схватил, кто чьи танки замочил. Ребят, я ночь не мог спать. А знаете, так получилось, что я украинец с кыргызским паспортом, который никогда не был на Украине, для которого русский язык – это родной язык. И одна часть моих предков, она до сих пор живет в Донецкой области, а другая часть предков живет в Днепропетровской области. Это как раз те места, где сейчас идут реальные бои. Я смотрю, там есть города определенные, я думаю, вот с этого города мой отец, у него там до сих пор, я знаю, живут племянники, живут двоюродные братья, сестры. Или какие-то родственники, о которых, может быть, даже он уже не знает. Они же плодятся, размножаются родственники. Так получилось, что мой отец, например, в 1942 году, он родился на территории Украины, на территории советской Украины. И они эвакуировались сначала в Сибирь, потом жили с 1947 года в Малисае. В то время это было место, где добывали уран. Там моя бабушка познакомилась со вторым своим мужем, потому что моего деда убили на войне. Там вырос мой отец, оттуда он ушел в армию. Потом большую часть своей жизни он прожил в Ташкенте. В городе Фрунзе он познакомился с прекрасной женщиной, с моей матерью, которая уже живет на небесах. Знаете, все это так интересно, все это так заплетено и так невероятно кажется. И я, в принципе, имею право встать на одну сторону или на другую сторону и доказывать, что эти правы или эти виноваты. Но это не моя война. Иисус мне сказал, это должно быть, но моя война другая. Сделать все, чтобы Евангелие Царства распространялось. Это моя ответственность. Там Иисус всего лишь констатирует факты, что будут войны, что будут моры, будут землетрясения, будут вообще невероятные вещи происходить с этой землей. Но Он говорит, не это твоя ответственность. Есть ответственность, которая сегодня лежит на тебе и на мне. Это распространять Евангелие Царства Божия. Скажи, это моя ответственность. Вот и все. Нет у нас другой ответственности. Встать сегодня на сторону одних или на сторону других. И знаете, участвовать этим самым в братоубийственной войне. Это не наша сегодня ответственность наполнять себя информацией о бесконечных военных событиях. Ты наживешь только стресс. Друзья, я хочу вам предложить сегодня остановиться. Если ты бесконечно читал все, что связано с войной, с экономикой, с ответочкой, которую Россия там предусмотрела, с оружием, которое там люди, другие страны уже Украине дают, как ты понимаешь, что это все только будет расти. И чем больше ты это читаешь, слушаешь, смотришь, тем больше это внутри тебя плодит стресс. Остановись. Это не твоя ответственность, потому что через это ты теряешь мир Божий. Самое главное, что дал тебе Христос. Остановись, когда ты читаешь эти сводки по поводу падения доллара или падения курса СОМа, извините. Я сказал сегодня
Что-то невероятное, падение доллара. Сколько живу в Кыргызстане, еще ни разу не видел, чтобы доллар падал. Может быть, это завтра случится, никто не знает. Все происходит когда-то первый раз. Ты читаешь какие-то сводки, ты наполняешься какими-то новостями, фронтовыми новостями. Пойми, ты теребонишь свое сердце, и ты ломаешь, ты рвешь этот мир Божий внутри себя. Некоторые люди говорят, ну что мне сделать, чтобы перестать стрессовать? Перестань смотреть и наполнять себя информацией, которая разрушает тебя, которая не созидает и не строит тебя изнутри. Слышите, друзья, это не несет мира Божьего в мое сердце. Это не несет мир Божий, когда я смотрю на эти бесконечные ролики, когда там убили, здесь убили, там захватили, тут горят, тут происходят какие-то вещи. Как я этим помогу, что я эти бесконечные ролики смотрю? Тем же украинцам. Как? Никак. Я просто разрушаю себя изнутри. Остановитесь, друзья. Знаете, сейчас у нас такая интересная вещь происходит. Ну, во всяком случае, у ребят в России сейчас Инстаграм когда закончится у них? 14-го, да? 14 марта не будет Инстаграма. ТикТок уже закрыли. Вау! YouTube вот-вот. Тоже, да, его закрывают у них? Ну, монетизацию остановили для блогеров. Блогеры уже активность свою, я думаю, немножечко... Как я иногда просил, Бог, сделай что-то с этим ТикТоком. Это же просто, это вот портал в преисподнюю, этот ТикТок. Отвечаю, по-другому это назвать нельзя. Это портал грязи и нечистоты, которая вот таким потоком льется в молодые мозги. Инстаграм в последнее время это такой рупор какой-то пропаганды стал. Слава Богу, закрывайте. Слава Богу, дайте возможность, особенно для Божьих людей, наконец-таки начать читать Библию и наполнять себя божественной информацией. Когда у нас был пост, помните, недавно, 3-дневный? Помните этот пост? Я одну вещь понял, друзья. Мы можем 3 дня, мы можем 5 дней не есть. Некоторые даже могут не пить. Но вот на этот красный значок не надавить хотя бы 1 день. Не посмотреть, что там у друзей в сторисах происходит, как там Биби в KFC что-то ест. Знаете, если вдруг мы не нажмем на этот значок, такое впечатление, зря день прожили. И я помню наркоманов, которые говорили, да мне хоть какой кайф, лишь бы вот как-то раскумариться, потому что любой день без кайфа – это без толку прожитый день. Ребят, мы превратились в инста-наркоманов. Мы превратились в YouTube-наркоманов. Мы превратились сегодня в TikTok-наркоманов, зависимые люди. Ты можешь не жрать, извините, пожалуйста, за такие слова. Вот реально, пост для многих это просто не есть. Но чтобы от информационного поля оторвать свое сердце? Nein. Нет. Ты сейчас сидишь, смеешься надо мной. Может быть, ты сидишь там на той стороне экрана и смеешься. А я тебе хочу предложить пари. Попробуй 3 дня не есть что-то из Инстаграма, не есть что-то из ТикТока, с Ютуба, не открывать новостные сайты и в своем телефоне жать только на одну иконку, YouVersion. Попробуй это сделать. И если хотя бы 3 дня ты выдержишь, красавчик мне здесь подсказывает. Хотел сказать, деньги пришлем вам. Нет. 1000 сом. Друзья, вы слышите, о чем я говорю? Попробуйте, испытайте сами себя. Апостол Павел иногда побуждал людей. Он ходил к Коринфянам и говорил, испытайте сами себя, верили вы. Сегодня, когда мы говорим нынешним верующим, испытай сам себя, а независимый ли ты. Игры, хотя бы 3 дня. Инста, хотя бы 3 дня. ТикТок, хотя бы 3 дня. Любые новостные сайты, хотя бы 3 дня. YouTube, хотя бы 3 дня. Вот тут ломать начинает многих. Это и есть настоящая демоническая зависимость, друзья. Когда-то я предсказывал, лет 10-15 назад, в очередной раз я приехал из какого-то репцентра, и я предсказывал, что однажды репцентра уже будут не для алкоголиков и наркоманов. Репцентра будут для людей, зависимых от игр и интернет-зависимых. Сегодня это уже происходит. Сегодня самая страшная зависимость, которая существует, это именно интернет-зависимость.
Это то, что сегодня ломает многих людей, они не могут без этого жить. Я видел, вот буквально совершенно там вчера, мне кажется, или позавчера, одно интервью у молодого человека брали, такое интервью, его спрашивали, сможешь ты прожить без Фейсбука? Этот чувак уникальный, он говорит, смогу, потому что у меня нет Фейсбука. А ему говорят, ну вот ладно, не Фейсбук, любая соцсеть. Он говорит, а меня нет ни в одной соцсети. Кто ты вообще? Кто ты? Есть у нас молодые люди, у которых вообще никакой соцсети нет? Хе-хе-хе, я знаю этого парня. Телега у него есть. Но это так, чисто информационная вещь, согласись, Слав? Мы там друг с другом общаемся и слушаем проповеди. И музыку слушаем же. Сейчас все в Телеграм уйдет. Друзья, его спросили, а как вы думаете, а остальные люди, вот вас окружающие, смогут они прожить без соцсетей? Он говорит, я не знаю, мне кажется, нет. Знаете, я могу сказать за себя, я смогу. Ты скажешь, вау, ты крут сам в своих глазах. Знаешь, почему я это могу сказать? Потому что буквально до 2000 какого-то года я жил без этих соцсетей, я кайфовал. И я знаю, что значит жить вне соцсетей, вне телевизора, когда ты общаешься с близкими людьми, когда ты выходишь просто на улицу, разговариваешь с людьми, проповедуешь им Евангелие, возлагаешь на них руки, не просто смотришь видосики о том, как кто-то другой это делает. Ты сам живешь каждый день своей обычной христианской жизнью, и ты кайфуешь. И надо будет, знаете, некоторые говорят, вот Apple там скоро заблокирует свои телефоны, ну и до свидули. Вот так возьму и выкину. Достану свою старую бумажную Библию. Все, что мне надо вот в этом телефоне, это чтобы твой контакт не потерять, чтобы с тобой на связи быть. Ну ничего, вернем свои кнопочные Sony Эриксоны. Не проблема, мы выжили. Ребят, мы выжили даже, когда ты залазил вот на такую будку телефонную, бросал 2 копейки и звонил, по памяти звонил каким-то ребятам и с ними договаривался о встрече. Когда ты шел по району, и ты просто свистом призывал своих друзей, ты не писал им в телеге смс-ку, типа, выходи, братан, я внизу. Нет! У тебя был особый свист, и там и все знали, опа, это к ним сейчас клич. Хоп, высовывался, типа, сейчас, 2 минуты. Мы выжили! Мы выжили! И ничего с нами не будет. Мы знаете, что стало с сегодняшними людьми? Мы все стали слишком нежные. Мы все стали слишком чувствительные. Мы все стали слишком, знаете, вот такие... Я объясню. Боится человек сегодня за свое будущее, которому есть что терять. Да? Согласитесь? А нам нечего терять, у нас уже все есть. Христос уже нам дал жизнь вечную. Он о нас заботится каждый день. Правильно я говорю? Или я гоню? Он нас любит каждый день, продолжает любить каждый день. И каждый день Он сделает что-то для нас, в чем мы нуждаемся. Так говорит Слово Божие, мы же в это верим. Нам терять нечего вообще. А я хочу сказать, я обращусь сегодня ко всем ребятам из 90-х. Те, кто выжили в 90-х. Я фотки свои смотрю, где мне 20 лет, и где я одет в такой одежде. Сегодня стыдно показывать это молодым людям, они все прикалываться начинают. Чего, типа, другого костюмчика не было, там на 6 размеров больше надел. На свадьбу? Ребят, нет, не модно было. Мы просто весь Дордой тогда обошли. У нас даже денежки были на руках. Но мы нашли единственный экземпляр этого итальянского костюма. Просто он был единственный на всем Дордое. Да не может быть. Это вы сегодня так думаете, что было вот изобилие всего. Пошел и выбрал себе все, что захотел. Я вспоминаю этих бедных братьев, которые пасторы церквей, они стояли за кафедрами, и у них были вот такие странные галстуки, странные рубашки, странные пиджаки. И ты думаешь, что это? Они просто в секонд-хенде одевались во все то, что уже в Германии или где-то в Америке, оно еще 30 лет назад из моды вышло, вот им прислали эти коробки, они надевали это на себя, потому что нечего было надеть. Это сегодня, я говорю, мы стали слишком чувствительные.
Когда мы болели в 90-е годы, все, что нам оставалось, у нас не было нормальных врачей, у нас не было нормальных лекарств, у нас вообще ничего не было. Когда мы жили в Караколе, там только шаманы и колдуны были, которые могли помочь тебе с исцелением. И все, что ты делал, ты шел к людям, которые могут за тебя помолиться. И все, что ты мог сделать, это уповать на подаваемую благодать с небес. Сегодня все не так. Чуть-чуть, ветряночка у меня, все. У меня уже 14 разных там препаратов, которые я должен принять. Уже у меня там режим дня, у меня уже там правильная еда. Какая правильная еда в 90-е? Картошка утром, картошка вечером, картошка после обеда. И то, если повезет, если ты ее вырастил. Ребят, нам нужно немножечко понять, что жизнь это не такая кайфушная вещь, когда все будет классно, все будет хорошо. Я не просто вас призываю сегодня как-то там в 90-е возвращаться. Да немножко нужно быть посильнее. Мы, знаете, мы такие интересные люди, мы же все поем с вами одну и ту же песню всегда. Что посреди штормов и бурь мне хорошо, посреди там того и сего мне хорошо. Ой, там все вокруг пусть развалится, разрушится, я со Христом. Мы такие певцы крутые. Вау! И вот тут маленькое чуть-чуть что-то пришло, все. Христос, ты зачем меня оставил, ты меня зачем бросил? Да не бросал я тебя, это просто маленькое, мизерное испытание в твоей жизни. Некоторым людям говоришь: брат, Царство Божие, Римлянам 14 глава, если не ошибаюсь, 16 стих, написано так: Царство Божие, не пища и питье, а там написано, что это праведность, мир и радость, которую дает Святой Дух. Если ты сегодня часть Царства Божьего, это будет частью твоего сердца. Чего не радуешься? Чего я буду радоваться? Ты знаешь, что в мире происходит? Чего я буду? Ты видел доллар, по какой цене продается? Прям охота спросить: слушай, у тебя что, 10 миллионов рублей там или сомов на счету лежат, что ли? Ты там угорел на что-то. Я знаю там одного парня, который немножко подугорел. Ну, это одного всего лишь. И то все выровняет Господь. Что с нами не так, ребят? Мы здесь поем, что все будет хорошо, никакие штормы, никакие волны. Знаете, я это говорю как человек, который прошел через разные вещи. Меня били за Христа. Меня пытались заставить отречься от Христа. У меня были ситуации, когда собственные братья во Христе восставали против меня. Они делали все, чтобы я просто ниже плинтуса упал. Были ситуации, когда мои дети умирали, у меня на руках умирали. Были ситуации, когда я понимал, что вот вещь, в которой я не могу ничего сделать, и мой ребенок, он погибает. И все, что я слышал тогда в сердце своем, это слова Христа, который говорит: мир мой даю вам. Не смущайтесь ни от какой беды. Не страшитесь никакой беды. Слышите, о чем я сегодня говорю вам, дорогие друзья? Мы сегодня цепляемся за какие-то мелочи, которые у нас в жизни не получаются. И мы все... Знаете, еще с нами какая страшная вещь происходит? Мы думаем, вот когда вот эта вот штука закончится... Вы не поверите, я хотел сегодня вообще другую проповедь говорить. Я верю, это пророческие слова для многих. Так вот, мы иногда думаем, что в моей жизни маленькое испытание. И вот когда вот это испытание закончится, я буду жить тогда со Христом. Вот сейчас война закончится, я начну радоваться. Вот сейчас доллар вернется на отметку в 90, я начну радоваться. Вот сейчас я закончу ремонт квартиры, я начну радоваться. Вот сейчас я с женой помирюсь как-то, я начну радоваться. Вот сейчас. И мы, знаете, мы как будто бы откладываем свою жизнь на завтра. Мы сами внутри себя говорим: вот сейчас я вот эти вопросики порешаю, тогда, может быть, я буду радоваться, я буду Христу служить, я начну за кого-то другого молиться, а сейчас мне плохо. Бывает с нами такое? Мы внутри, мы откладываем жизнь на какие-то вот эти вот ситуации, которые мы должны сначала решить. Сейчас я там дом продам, деньги правильно размещу, вот тогда я буду радоваться. Сейчас я там 10-11 класс закончу, вот я в институт поступлю, вот тогда у меня жизнь пойдет. Сейчас там мой мужик бухать перестанет, тогда вот, слава Богу, я радоваться начну, и жизнь начнется. Сейчас вот там дети вырастут, потом внуки вырастут, потом все, я выдохну и скажу слава Богу, и я радоваться начну. Нет, не откладывайте жизнь на потом. У некоторых такая ситуация может быть жизненная. Сейчас там визу в Штаты получу, тогда жить начну. Живи сегодня. Живи сегодня.
Живи сегодня там, где ты есть. Живи со Христом. Трудись для Христа. Наполняй себя миром Божьим. Наполняй себя вещами, о которых говорит сегодня Писание. И пусть эти вещи, они станут неотъемлемой частью твоей жизни. Еще одно место Писания, которое я хочу прочесть напоследок. Не заботьтесь ни о чем. Послание Филиппийцам, 4 глава. Вопрос. Здесь Иисус говорит, о чем нам заботиться? Можешь сказать ни о чем? Ни о чем. Опять, если здесь бы он остановился, просто вот не заботьтесь ни о чем. Он бы вырастил из нас таких, как это ребят, которые такие пофигисты по жизни, вообще ни о чем не заботятся. Беспечный, да, он бы вырастил беспечных учеников. Не заботьтесь ни о чем, и он дальше говорит, что нужно делать. Но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. Здесь написано, чтобы ты ни о чем не заботился, но все свои заботы, переживания о завтрашнем дне, как ты будешь зарабатывать, как ты будешь строить семью, как ты будешь выживать завтра, чтобы все эти вопросы ты открывал в молитве и прошении перед своим Богом, потому что Он позаботится о тебе. Иисус обещал это своим ученикам. Он говорит, если я и мой Небесный Отец заботится даже о птицах, даже вот об этих полевых цветочках, которые сейчас есть, они в апреле появятся, а в июне их уже не будет, они увянут. Он говорит, если он их в красоту одевает, как же о тебе, самом дорогом существе на этой земле, он не позаботится? Скажи со мной, я самое дорогое Божие существо. Существо, наверное, странно звучит. Скажи, я самое дорогое Божие творение. Друзья, я хочу, чтобы мы этим жили. Чтобы мы этим жили. У меня просьба сегодня к каждому, храните мир Божий внутри себя. Если тебя что-то тревожит сегодня, ты боишься и заботишься о завтрашнем дне, молись за этот завтрашний день. Просто говори пред Богом, Бог, у меня есть планы определенные, и вместе с тобой я хочу эти планы совершить. У меня есть непонятка на работе, у меня сейчас непонятка связанная, кто-то торгует, может быть, кто-то занимается бизнесом, у вас непонятки, потому что с долларом вообще непонятно, что происходит. Так как мы все завязаны на доллар. Кто-то работает в России, у кого-то родственники, например, в Украине. Сегодня твоя забота одна единственная в молитве приносить пред Христом этих людей, эти ситуации. Не наполняя себя страхами, не наполняя себя информацией, которая будет рвать твое сердце изнутри. И, как я уже говорил, у меня есть челлендж. Я без всяких шуток сегодня предлагаю. 3 дня хотя бы, 3 дня проверь сам себя. Может быть, ты интернет-зависимый. Может быть, ты геймер-зависимый. Может быть, ты инста-зависимый, тиктокер-зависимый, новостник зависимый, YouTube-потребитель-зависимый. Вот просто 3 дня. 3. Всего лишь 3. Попробуй. Если у тебя есть телефон, и ты пользуешься бесконечно этим телефоном, не для связи, я имею в виду. Есть люди, которые очень много дел делают через телефон, и очень много контактов поддерживают через телефон с другими людьми. Это важно. Но я тебе предлагаю, вот открывай заметки, куда ты будешь писать свои откровения из Библии, и открывай Библию на протяжении 3 дней. Сможешь или нет? Я просто челлендж этот для нашей церкви выбрасываю. В среду или в четверг появится этот видос на канале. Я для всех, кто нас видит, этот челлендж закидываю. Попробуй это сделать. Попробуй сегодня стать настоящим верующим, который хотя бы столько же времени, сколько ты проводишь в этих соцсетях, ты проводишь с Богом, проводишь в Библии, проводишь в молитве. Попробуй стать настоящим христианином сегодня. Я на этом хочу закончить. Пусть Бог благословит всех зрителей.